Добрый день! Сегодня поговорим о таком заболевании, как простатит. Заболевание очень распространено, и с этим заболеванием обращается очень много пациентов. По официальным данным, в России простатитом страдает 30%, а неофициальная статистика показывает, что 60-80% мужчин обращаются с диагнозом простатит к урологу. В России урологи официально диагностируют простатит до 50 лет у каждого третьего, после 50 у каждого второго. Пик заболеваемости приходит обычно на возраст от 20 до 42 лет. Все думают, что все знают об этом заболевании, но однако существует много вымыслов. Это приводит к поздней диагностике, неправильному лечению и тяжелым осложнениям. Из личной практики пациенты с диагнозом простатит приходят обычно с другими жалобами. Первая, самая основная жалоба – это невозможность зачатия ребенка в течение года. Вторая жалоба – это эректильная дисфункция, то есть невозможность долгое время поддерживать нужную эрекцию. И третья жалоба – это так называемая тазовая боль. Пациент жалуется на боли в промежности, половом члене, мошонке, даже иногда в прямой кишке. Самая основная функция – это репродуктивная. Простата вырабатывает сок простаты, который позволяет сперматозоидам долгое время оставаться жизнеспособными, отвечает за их подвижность. В соке простаты очень много микроэлементов и витаминов, которые способствуют более лучшему качеству спермы. Также есть еще одна не менее важная функция – это простата как губка препятствует распространению инфекции выше в мочевой пузырь и почки. На данный момент существует 4 категории простатита. Первая – это острый простатит. Это острое воспаление в предстательной железе. Вторая категория – это хронический бактериальный простатит. Это долгое рецидирующее воспаление в предстательной железе. Третий вариант – это хронический абактериальный простатит или синдром хронической тазовой боли. На этот простатит приходится 70% из общего количества простатитов. И чаще всего мужчины обращаются именно с данным простатитом. И четвертая категория – это самый нераспространенный простатит. Это бессимптомный простатит, при котором выявляются изменения только в анализе мочи. Пациенты приходят без жалоб, без каких-то либо проявлений. Существует 5 жалоб, по которым ставится простатит. Итак, 2 основные. Первая – это боль. Боль характеризуется тем, что она тянущая, ноющая, постоянная. Локализуется, как правило, над лоном, в промежности, в прямой кишке, в мошонке, половом члене. Также вторая основная жалоба – это учащенное, болезненное, затрудненное мочеиспускание. Пациент жалуется на рези при мочеиспускании, частые ночные позывы, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. Дополнительные жалобы. Первая – это выделение из мочеиспускательного канала секрета простаты. Вторая – снижение эрекции. Третья – примесь крови в моче либо в сперме. Итак, какие же бывают причины простатита? Первая – это инфекционные. Вторые – неинфекционные. Поговорим о первой группе – инфекционные причины. Основной причиной простатита является кишечная палочка – 86%. 14% приходится на другие виды бактерий. Сюда входит синегнойная палочка, протей, энтерококк, стафилококк, стрептококк. Как же эти бактерии попадают в уретру, а потом в простату? Первая, самая основная причина – это половой путь. После незащищенного полового контакта, при нарушениях личной гигиены, также очень распространен путь. Это после оперативного лечения установки уретральных катетеров. При снижении иммунитета, длительных заболеваний хронических, таких как сахарный диабет, снижается иммунитет, и нормальная флора является причиной воспаления в предстательной железе. Вторая группа причин – это неинфекционные заболевания. Сюда входит малоподвижный образ жизни, редкие половые контакты, нерегулярные половые контакты, также сидячий образ жизни. Кровь в малом тазу застаивалась, тем самым кровоток от простаты нарушается, простата получает меньше питательных веществ, обновление клеток происходит намного реже и тем самым способствует воспалению в простате. Также еще могу выделить из неинфекционных причин – это
алкоголь. Алкоголь выделяется вместе с мочой, тем самым раздражает уретру, ткань простаты и вызывает неприятные ощущения боли, размножения бактерий. На долю инфекционных причин приходится около 85%. На долю неинфекционных 15%. Инфекционные причины чаще присутствуют у молодых, а неинфекционные причины, как правило, возникают у лиц пожилого возраста, так как это связано с малоподвижным образом жизни. Существуют мифы, что посещение бань, катание на велосипеде способствует простатиту. Но хочу эти мифы развеять, так как, наоборот, активный образ жизни, то велосипед, плавание способствуют улучшению кровообращения в малом тазу, и тем самым отток крови улучшается от простаты и препятствует воспалению. Хочу также выделить, что инфекция, передающаяся половым путем, также может быть причиной воспаления в простате, но этот процент выявляется очень в маленьком количестве. Какая же существует диагностика простатита? Когда пациент приходит на прием, первое – это жалобы и осмотр. После разговора с пациентом становится понятно, сколько болеет пациент, как лечился. Чаще всего пациенты лечатся дома, принимают БАДы, которые, если не принимать основное лечение, не помогают. Пациенты должны об этом знать. Осмотр. Осмотр позволяет выявить, насколько железа увеличена, болезненна, какие есть проблемы с мошонкой, половым членом. После осмотра и сбора жалоб и анамнеза переходим на клинические методы исследования. Сюда входит клинический анализ крови, клинический анализ мочи. Это основные методы, которые позволяют выявить воспаление в простате. Сюда же входят более расширенные методы, это посев мочи с микрофлорой, чувствительность к антибиотикам и взятие секрета простаты. Следующий вид диагностики – это УЗИ предстательной железы, которая выполняется двумя способами. Это либо трансабдоминально через переднюю брюшную стенку, либо трансректально через прямую кишку. Что позволяет выявить УЗИ? Первое – это самое основное – размеры простаты, которые дают нам судить о длительности заболевания, структура, которая часто позволяет выявить кальцинаты, которые говорят о длительном течении процесса, и остаточные мочи, которые в норме не должно оставаться в мочевом пузыре. Уважаемые пациенты, осмотр простаты через прямую кишку – это один из информативных методов обследования неинструментальных. Проходит он быстро и безболезненно. Этот метод дает очень важное представление о состоянии простаты. Также существует еще один вид диагностики – это мазок из уретры на инфекции, передающиеся половым путем. Поговорим о лечении. Лечение заключается: первое – назначение антибактериальной терапии. Второе – противовоспалительной терапии, а также спазмолитики и альфа-адреноблокаторы применяются совместно с основными методами лечения. Итак, антибактериальная терапия. Для чего нужна антибактериальная терапия? Прежде всего, у пациента после дообследования выявляется микроорганизм, и по посеву мочи назначается антибиотик. Как правило, используются фторхинолоны. Они лучше проникают через гематопростатический барьер и тем самым способствуют улучшению проникновения в паренхиму простаты и ликвидации микроорганизмов. Лечение, как правило, занимает от 10 дней до 4 недель. После этого, как правило, сдаются контрольные анализы мочи, посев мочи и делается УЗИ простаты для подтверждения эффекта лечения. Противовоспалительная терапия назначается совместно с антибактериальной. Для чего она направлена? Прежде всего для уменьшения объема простаты, снятия отека и болевых ощущений. Очень хорошо применение противовоспалительной терапии при синдроме хронической тазовой боли. Есть такая теория, что повышается давление в простате, тем самым вызывает боли, и также нервные окончания снимается воспаление и тем самым препятствует болевому синдрому. Как правило, противовоспалительная терапия назначается per rectum, то есть в прямую кишку ставятся определенные свечи для быстрого уменьшения отека и болевых ощущений. Как пример расскажу одну показательную историю. Пациент обратился с мужским бесплодием, предоставил данные спермограммы, в которой выявили наличие агглютинации, снижение подвижности сперматозоидов. Пациент был настроен на лечение непосредственно самой спермограммы. Пациента обследовали, назначили эффективную терапию. После этого пациент смог зачать совместно с супругой ребенка. Массаж простаты обычно назначается пациентам после основного лечения
и длительно текущих рецидивирующих простатитах. Сеансов достаточно в районе 10. Повторяться процедура может 1-2 раза в год. Для чего же нужен массаж простаты? Массаж простаты обычно назначается у пациентов с сидячим образом жизни, редкими половыми контактами, для того, чтобы убрать воспаление, отек и опорожнить простату от избыточного секрета простаты, который может быть инфицирован бактериями. Сами не делайте массаж простаты. Данную процедуру должен выполнять только врач. Еще один случай из практики. Ко мне обратился пациент с хроническим простатитом. Был назначен курс массажа, который продолжается ежегодно, 1 раз в год. И вот уже в течение 5 лет нет никаких жалоб и симптомов простатита. Какие же существуют виды профилактики? Первое – это регулярная половая жизнь. Если регулярной половой жизни нету, то могу посоветовать активный образ жизни. Второе – диета. По минимуму исключить соленое, острое, алкоголь. Профилактика хронических заболеваний и лечение инфекций, передающихся половым путем. Никогда не назначайте лечение себе сами по интернету. Всегда обращайтесь к врачу, который назначит для каждого пациента индивидуальную схему лечения. Мужчины, которые планируют зачатие ребенка, должны показываться обязательно. Чаще всего сначала обследовать женщину. Когда же женщину обследовали и выявили, что никаких заболеваний хронических нет, начинают направлять мужчин к урологу для диагностики спермограммы, инфекции, передающейся половым путем. И здесь, как правило, уже выявляются большие проблемы. После 40 лет каждый мужчина хотя бы раз в год должен показаться врачу-урологу. После 50 нужно сдавать онкомаркер, ПСА, для исключения рака простаты. У мужчин, у которых ранее был простатит, желательно показываться 2 раза в год для, так сказать, предупреждения инфекции. Уважаемые мужчины, если остались какие-то вопросы, пишите. Обязательно отвечу. Приходите на консультацию. Обязательно разберемся, поможем, вылечим. Всего доброго, до свидания.